Налаживание деловых контактов, поиск партнеров, взаимовыгодное сотрудничество, обмен опытом и не только. На площадке главного делового события Северокавказского федерального округа собрались тысячи участников из десятков стран, эксперты, бизнесмены и представители власти. В рамках основной выставочной экспозиции инвестиционные проекты представляет и наша республика. Делегацию Ингушетии возглавляет глава региона Махмуд Али Калиматов. В первый же день форума стенд Ингушетии посетил вице-премьер российского правительства Александр Новак. Махмуд Али Калиматов поделился туристическими проектами, которые будут реализованы в ближайшее время в республике. Вот эту часть уже сделана, вот здесь стоит. Вот это вот коттеджи здесь. Сейчас мы вот это вот запланировали, и дальше дорожка, она у нас туда идет. Ну где-то до 5 миллиардов инвесторов вкладывали. Это у нас, вы знаете, Баланкоев, да. И мы ждем сейчас, вот у нас где-то общее 15 миллиардов по ситуации. Но у нас что? У нас, нам не надо туда тащить ни электричество, нам как бы вот объекты у нас определены, нам нужно вот эта инфраструктура. Там есть одна трасса, там надо, соответственно, концепцию. Вице-премьер правительства высоко оценил представленные проекты и отметил, что они могут стать основой для успешного развития Ингушетии. На полях инвестиционного форума Ингушетия заключила ряд взаимовыгодных соглашений. В частности, подписано важное соглашение о сотрудничестве между ОАО РЖД правительствами Ингушетии и Чеченской Республики. Документ станет решающим шагом в реализации масштабного инвестиционного проекта организации пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань-Грозный с учетом восстановления линии Слепцовская-Грозный и реконструкции участка Назрань-Слепцовская. Соглашение подписали начальник Северокавказской железной дороги Сергей Задорин, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин. Финансирование работ по разработке ТЭО будет вестись сторонами на паритетной основе на условиях долевого участия. Подписывается соглашение о сотрудничестве при выполнении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань-Грозный» с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный и реконструкции участка Назрань-Слепцовская. Соглашение подписывается между правительством Чеченской Республики, правительством Республики Ингушетия и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Поздравляем участников с подписанием соглашения. Благодарим всех за участие и внимание. Баку, Ростов, Москва был поезд. Это так настолько удобно. И вы знаете, оживление, любая логистика, федеральная дорога, аэропорт, железная дорога тем более. Вот все населенные пункты по этому пути восстановления железной дороги, это влечет за собой оживление, малый и средний бизнес. Населенные пункты, ну где станицы, села, по пути, которые идут. Люди у нас предприимчивые, и они найдут, что делать, как делать. И, естественно, это рабочие места, как для жителей Республики Чеченской, как для нашей Республики Ингушетия. Это все такое, которое несет за собой развитие. Для нас это важно и в целом, и для Северного Кавказа, и для страны, потому что это прямой путь. Прям прошли и дальше до Ростова, потом уже Москва. Ну, как было это. Переоценить сложно. Я думаю, это еще больше интегрирует нас два субъекта. Здорово. На площадке инвестиционного форума также состоялась рабочая встреча главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили актуальные вопросы газоснабжения и газификации Ингушетии, платежную дисциплину, тарифные и имущественные вопросы, программу газификации, меры социальной поддержки граждан и не только. Программа развития газоснабжения и газификации направлена на модернизацию газовой инфраструктуры, газоснабжения новых объектов, включая туристический кластер в Джейрасском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь Эрзи.
Мы вот готовы принимать детей, вот у нас Министерство труда относится, поэтому мы через них. Не хотим его... В соответствии с вашим обращением в адрес Алексея Борисовича Миллера этот проект был включен в программу, мы им занимаемся, есть некие трудности по налогу на имущество на газораспределительные сети, которые строятся. Вы, сейчас я скажу, ему надо где-то найти деньги, заплатить газораспределительной организации. Отопление и тепло, эрзии через... Проблема в дороге еще есть, потому что мы же пытались сделать хуже. Еще одно соглашение, подписанное на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» в сфере АЛ-трансформации. Ингушетия будет в числе первых осваивать технологии, связанные с искусственным интеллектом. Внедрение новых решений позволит республике создать новые рабочие места и повысить качество жизни, развивать образование и подготовить специалистов в сфере IT-технологий. В регионе уже запущена школа 21 Сбербанка России, где на сегодняшний день обучаются 150 студентов. В ходе Кавказского инвестфорума Махмуд Али Калиматов также пообщался с представителями бизнес-сообщества Королевства Бахрейн. Руководитель региона подробно ознакомил гостей с экономическим потенциалом и пригласил их посетить республику. Приезжайте, смотрите, какая красивая республика, развивается, проходит экспо здесь, в Чеченской республике. Вот час езды, рядом Ингушетия. Мы как это интегрируемся вглубь друг другу в целом по стране России. سعدنا نرحب بسعادة الوزير خلال منتدى التلفون الاقتصادي فإنغوشيا قريبة من الشيشان. Рады принять участие в Кавказском инвестиционном форуме, и это, безусловно, показывает большую заинтересованность в увеличении в том, чтобы выстраивать сотрудничество с Россией в целом. Рад видеть, в Ингушетию приезжайте. Самое главное, что последний у нас инвестор зашел, мы построили школу 21, это от французского, IT-академии. И сегодня у нас там обучаются, это будущие айтишники, и в последующем у нас акселератор уже, и потом будет еще технопарк. احنا من الامور التي نركز عليها الله يسلمك هي موضوع التصنيع بالاضافه الى موضوع الزراعه والصناعات المحليه. Сфера, которая у нас есть заинтересованность, это промышленность, да, вот, с дальнейшим экспортом, также в сфере продовольственной. Если говорить промышленность, то у нас есть РИАК, завод, который производит профили алюминиевые, Реал, который плавит у нас. Кроме того, отопительные батареи до 3 миллионов в 2026 году будут производить наши. И Техстрой – это пластмассовые трубы, которые для воды, для газа. То есть это надо посетить, посмотреть развитие. Ну, продуктовая составляющая. Мы себя обеспечили уже продуктами мясными. У нас хорошая индейка промышленность. То есть до 5 тонн, хотим довести его до 20 тонн, тысяч тонн. У нас самый большой 60 тысяч тонн только яблок. Сад гигант такой есть у нас. في إنتاج كبير للتفاح حوالي 60,000 طن للتفاح. В последующем у нас АПК Сунжа есть, помидоры. Это будет 20-25 тысяч тонн. Вторую очередь открываем. Это томаты. طماطم في حوالي 20-25 طن إنتاج الطماطم حاليا. Вот. Если продуктовые. Ну и естественно у нас черешневый сад, черешневый. Ну, правда, он молодой еще, черешневый сад. Но на сегодняшний день мы его развиваем. Вот, у нас единственная в России сейчас рассада клубники. На сегодняшний день заказ на 2 миллиона. Мы их рассаду в 2026 году будем 2 миллиона 400 рассады, которые у нас раскупают. Уже договора заключили наперед. لديهم صناعة لحكى مش البذور الفراولة حكى الشجيرات الصغيرة. نعم شتلات. ايه شتلات ينتجون حوالي 2 مليون شتلة يعني حاليا ومع إمكانية التوفير.
Махмуд Али Калиматов на площадке инвестиционного форума дал интервью Первому каналу. Отвечая на вопрос журналиста, глава отметил, что форум КИФ-2024 – это в первую очередь возможность обменяться опытом, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества. И действительно, регионам России сегодня важно наладить экономические, промышленные и культурные связи. Это, во-первых, показать то, что есть наши субъекты в республике, посмотреть другие регионы. Кроме того, Кавказ РФ, которые очень интегрированно помогают нашей республике и в целом Северному Кавказу. То есть это полезность информации. Каждый постарался принести сюда самое лучшее и показать. Но самое интересное, что мы, только что я обговаривал, что нам нужно еще реально, увидев вот это все, которое представляет другие регионы, нам нужно еще предметно, ведомствами, которые нам интересны, членской республики, в Адыгее или брать Кабардино-Балкарии, правительственные еще, и смотреть предприятия, организации, где, чтобы, во-первых, не было одинаковой продукции, а если есть качественные, или наоборот взять опыт у кого-то и свой тоже предложить. Поэтому у нас так более глубоко интегрированы республики и в целом предприятия. В этом году республика на Кавказском инвестфоруме заявила рекордное количество участников – более 100 человек. Ингушетия представляет там ряд важных проектов. Форум продлится до 17 июля. Впервые на площадке определят обладателя первой инвестиционной премии «Вершина». А главной темой станет Большой Кавказ от моря до моря. В мероприятии принимает участие не менее 4000 участников из регионов России и 50 стран. Рина Сичоева, Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Магаз 24.